Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан возобновит авиарейсы в Казахстан и Индию. В Ашхабаде ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественниц с 8 марта и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов поздравил женщин и девушек нейтрального Туркменистана с Международным женским днем. Глава государства отметил, что в национальном календаре Международный женский день занимает особое место как праздник, вдохновляющий на созидание и сплачивающий общество в достижении великих целей. Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одна из исконных традиций туркменского народа – это почитание матери как опоры и чести семьи, образца высокой нравственности. Туркменские авиалинии с 26 марта возобновят регулярные полеты по маршруту Ашхабад-Дели-Ашхабад. Билеты по этому маршруту появились в продаже в официальном сайте Генерального агентства авиакомпании «Туркменистан» в России. Рейс в столицу Индии будет осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. С 28 марта авиакомпания «Туркменистан» возобновит регулярные полеты по маршруту Ашхабад-Алматы-Ашхабад. Билеты по этому маршруту появились в продаже на официальном сайте Генерального агентства авиакомпании «Туркменистан» в России. Рейсы в Алматы будут осуществляться 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. В Ашхабадском жилом массиве Парахат-7 состоялась торжественная церемония открытия 9-этажного жилого дома. Объект был возведен компанией Кервенли Довамат. Жилой дом рассчитан на 108 квартир. Все квартиры повышенной комфортности. Площадь однокомнатной квартиры 36 квадратных метров, а четырехкомнатной около 102 квадратных метров. Среди обладателей ключей от новых квартир есть и многодетные матери. Вторая очередь строительства города Аркадак начнется в 2023 году и должна завершиться в 2026. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документом предписано составить генеральный план города и провести совместный тендер на строительство соответствующих объектов. Халкбанк стал лидером по количеству пользователей услуги «Мобильный банк» в Туркменистане. По состоянию на 1 марта 2023 года Халкбанк имеет 16 340 зарегистрированных пользователей этой услуги. На втором месте Банк Туркменистан, на третьем – Дайхан Банк. Сервис Яндекс.Еда начал работать в Узбекистане. Узбекистан стал 5-й страной, где доступен сервис после Армении, Беларуси, России и Казахстана. К сервису уже подключено более 2000 ресторанов и кафе Ташкента. Платформа полностью локализована, приложение и сайт доступны в Узбекистане на узбекском, английском и русском языках. На старте доставка для пользователей будет бесплатной. Среднее время ожидания заказа на указанный адрес составит около 30 минут. У жительницы Техаса зоозащитники изъяли крокодила, которого она вырастила из яйца и держала в качестве питомца на заднем дворе своего дома. 20 лет назад женщина выкрала крокодилье яйцо и вырастила вылупившегося из него детеныша. Долгие годы крокодил обитал на заднем дворе дома, незаметный для соседей. Но после того, как о нем прознали, к женщине немедленно заявились представители полиции и рептилию изъяли. Бывшая владелица крокодила теперь заплатит штраф за незаконное владение и содержание дома столь опасного существа. Кража яйца останется без последствий, так как истек срок давности этого нарушения. Туркменский защитник Абдышата Теймур Чарыев дебютировал за новый клуб в официальном матче, выйдя в основе в матче за Суперкубок Киргизстана против Алая. Чарыев, который ранее выступал в Туркменистане за «Энергетик», пополнил состав киргизского клуба в зимнее трансферное окно. Алай выиграл у Абдышата со счетом 1-0. Футбольный клуб «Худжанд» добился победы над Файскандом в матче первого тура Кубка футбольной лиги Таджикистана. Эта встреча стала дебютной для туркменского новичка команды Сулеймана Мухадова. Встреча проходила на стадионе Бахаристон-2 в Гулистоне и завершилась со счетом 1-0 в пользу Худжанда. Автором единственного гола матча стал полузащитник Джахангир Эргашев. Он поразил ворота соперника на 43-й минуте матча. Представитель Туркменистана Довлетжан Якшемурадов встретится с Джулиусом Энгликасом на турнире Беллатор 292, который состоится 10 марта. Бой состоится в Сан-Хосе. Бои будут транслировать платный кабельный и спутниковый телеканал Showtime. На счету Якшемурадова значится 19 побед, 7 поражений и 1 ничья. Он становился чемпионом в российских лигах ACB и ACA. 31-летний гражданин Литвы Джулиус Энгликас провел 13 боев в смешанных единоборствах и одержал 10 побед. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал – ваш самый надежный источник новостей.